Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина и о главном к этому часу. 5 дней остается до начала игр будущего, масштабного спортивного события года, объединяющего реальный и виртуальный спорт. Работа на спортивных объектах кипит. На основной площадке в Казань-Экспо, где пройдут церемонии открытия и закрытия, а также соревнования по 5 дисциплинам. Здесь достраивают город будущего. В Академии тенниса, где будут состязаться в жанре шутеров, готовят зал главных состязаний. Рамиша Айдулин о том, как в Казани приближают будущее. Площадка классическая, наверное, мы лучшие практики киберспортивных турниров взяли. Стрельба и взрывы в Академии тенниса, какими их еще не видели в видеоиграх с передовой графикой и дополненной реальностью, когда шкала здоровья и другие элементы будут отображаться не на экране, а словно висеть в воздухе. Такими соревнования по 3 самым известным стрелялкам или на языке профессиональных игроков шутерам предстанут перед зрителями игр будущего. На трансляции будут появляться дополнительные элементы, дополненная реальность. Это наши аватары, это логотипы команд, статистика, которая будет в объеме выходить из наших экранов. Специально для игр здесь готовят 2 огромных зала. В одном, разделившись 5 на 5, порядка 30 команд из 20 стран будут соревноваться за компьютерами и мобильными устройствами. В другом перемещаться среди укрытий в физической дисциплине лазертаг. Мы пытаемся то, что тактически проходят ребята в киберспортивной дисциплине, наложить на ту физическую карту, на которой уже соревнуются в лазертаге. Используя, конечно же, это технологичное оборудование, оружие, которое по радиоканалу передает все, что происходит на площадке. В этом, наверное, основной вызов. А здесь можно видеть, как бы выглядел человек в придуманном нейросетью городе будущего. Перед нами камера, которая определяет местоположение человека, стоящего перед ней, и его позу. Снизу сам он, сверху его цифровой аватар. Стоит поднять руку, и рука поднимается в выдуманном мире. Стоит отвернуться от камеры, и на экране уже затылок. Это аллея персонажей, арт-объект, расположенный в центре целого города игр будущего, который прямо сейчас возводится на главном объекте первенства в Казань-Экспо. Строители монтируют входную группу, свое законное место занимает автомобиль, который проехал всю страну с главным трофеем игр. Практически готова и площадка, где пройдут соревнования по фиджитал-баскетболу. Техники закончили установку подножных и бортовых экранов. Уникальность этого пола в его мультимедийности. Это необычное покрытие для баскетбола, а скорее огромный экран смартфона. Он реагирует на перемещение каждого игрока и показывает его местоположение с помощью света и графики. Но это будет во время игр, пока же здесь тестовая картинка. Идет подготовка. Все это будет синхронно работать. На LED-полу будет интерактивное шоу. Трансляция матча будет идти на больших экранах. Заканчиваем сегодня, все закрываем. Здесь делают все, чтобы будущее наступило как можно раньше. Некоторые площадки готовы на 95%, некоторые на 100%. Остаются последние штрихи. Техники проверяют свет и коммуникации. Впереди финальные прогоны. Все для того, чтобы как спортсмены, так и зрители игр будущего получили непередаваемые эмоции. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В дни проведения игр будущего в Казани будет ограничено движение на некоторых участках дорог. У Татнефть-арены частично перекроют улицу Бичурина от Чистопольской до Сибгата-Хакима. У цирка будут закрыты ряд проездов. У IT-парка имени Башира Рамеева временно перекроют часть дороги на Хади Такташа. Это всего 3 участка, которые попали под ограничение. Самой загруженной в ближайшие 2 недели станет дорога на Казань-Экспо. Основная нагрузка придется на дни церемонии открытия и закрытия. Это 21 февраля и 3 марта. Гости начали прибывать накануне, в основном самолетами. Максимально у нас аэропорт Казани в пиковые дни, когда проводятся игры будущего, принимает порядка 80 рейсов международных и регулярных. Работает в штатном режиме. Никаким образом простые жители, которые по своим делам пользуются аэропортом, не затрагиваются. Из аэропорта до ЖД вокзала можно добраться на электричке. В связи с большим спросом добавили 2 дополнительных вагона в каждый состав. Из Казани до аэропорта будут ездить 14 электричек, обратно 15. Одновременно они смогут перевозить более 1000 человек. Цена билета останется прежней – 62 рубля. Для волонтеров и аккредитованных лиц предусмотрены спецпоезда. Там проезд бесплатный. Общественный транспорт в Казани в эти дни будет работать как обычно, но движение будет на особом контроле диспетчерской службы.
Для обслуживания игр будущего привлекают 400 единиц техники, 95 из них брендированные автобусы для туристов. Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к международному турниру и пропускать автобусы и автомобили с гостями. Наши автомобилисты каких-либо затруднений испытывать не будут. Единственное, мы призываем всех автомобилистов внимательно следить за знаками дорожной обстановки и своевременно следовать, соответственно, указаниям и регулировщиков, и предписывающих знаков. Личный состав госавтоинспекции на момент проведения мероприятия будет переведен на усиленный вариант несения службы. Будет задействован не только в местах проведения мероприятия, а также по маршрутам следования всех клиентских групп. В целях пресечения нарушений правил остановки и стоянки будет задействовано по городу 10 эвакуаторов, в том числе 2 грузовых эвакуатора, поскольку все они автомобили, которые припаркованы с нарушением ПДД, будут препятствовать нормальному движению в рамках транспортного обеспечения мероприятия. Стройку мусоросжигательного завода под Казанью разморозит инвестор из Китая. Как проект, сорванный уходом западного партнера, могут реанимировать благодаря крупному производителю из Поднебесной? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Экономика Татарстана оказалась устойчивой, несмотря на внешние вызовы. Об этом свидетельствуют итоги минувшего года. Сегодня с участием Рустама Минниханова в Казани состоялось совместное заседание Оперштаба по социально-экономической стабильности, коллегии Минэкономики Татарстана и Комитета Госдумы по экономической политике. К диалогу подключились ряд федеральных экспертов. Как отметили, валовой региональный продукт перешагнул порог в 4 триллиона рублей. Объем инвестиций составил рекордный миллиард. О главных цифрах и что за ними стоит, Рамиль Галиулин. Сегодня итоги Министерства экономики подводят в Поволжском государственном университете физкультуры, спорта и туризма. Еще до начала коллегии Рустам Минниханов возложил цветы к мемориалу выпускника Дмитрия Усова, погибшего в зоне СВО. Свои достижения малый и средний бизнес республики презентуют на выставке. Разбираем, сортируем, дробим и получаем различные виды пластиков. Фирма из Набережных Челнов освоила комплексную переработку отходов. Предприятие занимается утилизацией всех видов бытовой, офисной и другой техники крупных производств с получением новой вторичной продукции. В год более 2500 тонн у нас отходов мы перерабатываем. Это вот уже бывшая в употреблении стрейч-пленка. Мы ее заново перерабатываем, получаем стрейч-пленку новую, уже из вторичных материалов, которые активно используются на заводах. Здесь представлены предприятия-поставщики продукции для нужд СВО, представители университетского технологического предпринимательства и высокотехнологичные компании. Выставку осмотрел Рустам Минниханов. Электричество решает проблемы выгрузки сыпучих грузов, которые смерзаются во время транспортировки. Исключает ручной труд. Сколько вагонов надо размораживать? Сразу 8 вагонов заходит, да? Здесь сразу 8 вагонов в данном случае, да, размораживается где-то, в зависимости от температуры груза и окружающей среды, где-то порядка 40 минут. Коллегия Минэкономики сегодня прошла в позитивном ключе. По итогам минувшего года экономика Татарстана оказалась устойчивой к внешним вызовам, сохраняя инвестиционную активность. Валовой региональный продукт вырос и составил 4 триллиона рублей. Основа экономики – промышленность. Ключевой вклад вносят обрабатывающие отрасли. Положительная динамика наблюдается и в строительстве. Среди основных показателей министр выделил и рост доходов населения. На фоне низкой безработицы реальный рост заработной платы с учетом инфляции составил более 112%. По итогам 2023 года отмечается восстановительный рост потребительской активности, в первую очередь за счет увеличения оборота непродовольственной группы товаров, в том числе в условиях роста потребительского кредитования. Положительный вклад в динамику розничного товарооборота и общественного питания вносит также рост туристического потока. Рекордным по итогам года оказался и объем инвестиций в основной капитал. Он превысил планку в 1 триллион рублей. В национальном рейтинге инвестклимата республика вторая по стране. В особые экономические зоны удалось привлечь 26 новых резидентов. На территории промпарков работают свыше 1500 предприятий. Работу экономики Татарстана положительно оценили на федеральном уровне. Конечно, в основе любого роста лежат инвестиции. Татарстан у нас остается одним из сильнейших субъектов не только по меркам округа, но и в масштабах Российской Федерации по
ряду целому макроэкономических показателей республика идет в ногу с общими федеральными показателями, а по многим даже превосходит опережающими темпами. Отдельное внимание уделили развитию малых и средних предприятий. Так, МСП республики в прошлом году получила свыше 87 миллиардов рублей господдержки. Вовсю работает трек развития малого бизнеса, потому что это очень важно, чтобы бизнес видел перспективу и рос. От микробизнеса к малому бизнесу и к уже крупному. И надо сказать, что только за последний год 110 субъектов МСП в Татарстане стали уже большими предприятиями, или как мы их называем, МСП+. То есть сегодня уже работает на общей системе налогообложения, то есть выросли. Это тоже очень важно. Как подчеркнули, Татарстан активно пользуется всеми мерами господдержки. Хочу сказать, что очень многие инициативы именно по развитию инфраструктуры, кооперации идут из Татарстана. Мы это, так сказать, не раз уже отмечали, поэтому здесь я хотел, Рустам Андреевич, вас поблагодарить за это, за вашу активную позицию, да, потому что многие ваши идеи и инициативы по развитию индустриальных парков сейчас приняты общероссийскими, и видим, что еще есть на чем вместе поработать. Приоритетная задача в стране и республике – технологический суверенитет. И здесь особо важная роль Министерства экономики, отметили на коллегии. Занять синхронизацией деятельности всех государственных органов, проведение скоординированной государственной политики в сфере инвестиционного процесса, развитие инноваций, поддержка предпринимательства, взаимодействие с федеральными органами, реализация наших проектов, госпрограмм и региональных проектов. Подводя итоги, Рустам Минниханов поблагодарил министерство за успешные показатели. Высокие результаты, совместная работа предприятий и органов власти Татарстана с федеральными ведомствами, подчеркнул раис республики. Нельзя забывать, что кроме основной работы есть оборонно-промышленный комплекс, есть наши обязательства в части СВО. Здесь тоже наши предприниматели, предприятия вносят огромный вклад, значит, слова благодарности. Здесь же были подписаны ряд соглашений. Правительство республики заключило договор о сотрудничестве с Российским экспортным центром, а также Центром поддержки инжиниринга и инноваций. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Нижнекамск нефтехим за 3 года увеличил налоговые выплаты в бюджет Татарстана на 40%. Средний размер отчислений составил более 12 миллиардов рублей. Всего в 2023 году Сибур перечислил более 20 миллиардов. Об этом на совместном заседании оперативного штаба и коллегии Минэкономики рассказал генеральный директор компании Марат Фаляхов. О проектах и планах предприятия в нашем материале. В Нижнекамске там действительно крупная инвестиционная программа. Это ЭП-600, это Гексен, это будущее. ЭП-600 это столько этилена, сколько сегодня. То есть умножаем на 2. Федеральным гостям и участникам коллегии Министерства экономики Республики компания «Сибур» презентовала свои проекты и план развития. Уже в этом году новый этиленовый комплекс Нижнекамск нефтехима должен дать первую продукцию. За этиленом уже полиэтилен, полипропилен, полистирол, да. И Гексен. Гексен, да, он в стадии строительства. Это собственная российская разработка, всего там 2 международных конкурента. Подробно о работе и планах развития Нижнекамск нефтехима на заседании коллегии доложил генеральный директор Марат Фаляхов. Большая часть поставок импортной санкционной спецхимии, катализаторов и компонентов для производства замещены собственными разработками и аналогами из дружественных стран. Мы увеличили долю реализации продукции на внутреннем рынке, нарастили с 59 до 71%. Также митигировали риски по обеспечению критичных импортных позиций по оборудованию. 99% мы защищены, чтобы представить масштаб. На сегодняшний день на предприятии 54 тысячи позиций оборудованной номенклатуры. Из них 99% мы заменили, порядка 600 позиций, которые продолжаем уже такими высокотехнологическими инструментами, как реверс-инжиниринг. Кроме того, ведется масштабная модернизация ремонтно-механического завода и всего ремонтного производства, инвестиции в которые составят несколько миллиардов рублей. Сегодня Татарстан посетил председатель ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий. В Казани он встретился со своими сторонниками из разных городов республики. Федеральный политик отметил возрастающую роль Казани как центра международных связей и как подтверждение этому предстоящий форум БРИКС. Слуцкий также высоко оценил работу Рустама Минниханова по линии установления контактов с зарубежными партнерами, особенно со странами исламского мира. Как заявил лидер ЛДПР, Татарстан вызывает у него уважение. В целом,
Я хочу поблагодарить население и хочу поблагодарить руководство. Мы очень сегодня подробно пообщались, в том числе с живой легендой Ментимером Шариповичем. Будем работать. Главное, что я хочу сказать. Я отличаюсь, может быть, от Владимира Вольфовича, хотя партия остается партией им основанной. Я очень ценю и уважаю Татарстан. Я ценю и уважаю татарское население. Я ценю и уважаю те инфраструктурно значимые проекты, которые сегодня реализуются на территории Татарстана на благо людей. Доверенные лица Владимира Путина сегодня отвечали на звонки граждан России. Горячую линию организовали в колл-центре избирательного штаба кандидатов в президенты. Надежда Бабкина, Михаил Пореченков, Николай Цискоридзе и Иван Охлобыстин принимали вопросы и пожелания кандидату, записывали предложения. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Дованков провел пресс-конференцию в ТАСС, где были озвучены вопросы миграции, развития системы образования и здравоохранения. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов продолжает рабочий визит на Урал. Сегодня в Екатеринбурге он посетил Уральский завод гражданской авиации. Здесь готовятся к производству 2 отечественных самолетов – «Байкала» и «Ладоги». Для выборов президента России в Татарстане напечатают 2 928 200 бюллетеней. Проект постановления утвердили сегодня на заседании Центра избиркома республики. Бюллетени будут на 2 языках. Вариант на русском был утвержден постановлением ЦИК России. Его перевели на татарский язык. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На 85-м году жизни сегодня скончался Шамиль Бадамшин, первый начальник Государственной налоговой инспекции Татарстана. Он возглавил только созданное ведомство в начале 90-х. В непростые переходные годы под его руководством решались сложные задачи по формированию доходной части бюджетов всех уровней и контролю за начислением налоговых платежей. С 98-го года по 2010-й Шамиль Бадамшин был помощником президента Татарстана Ментимера Шаймиева. В этой должности он обеспечивал взаимодействие граждан с органами власти. Как успешный администратор, Шамиль Сагитович сочетал в себе черты профессионального госслужащего и яркой личности. Светлая память навсегда сохранится в наших сердцах, говорится в некрологе, подписанном Рустамом Минихановым, Ментимером Шаймиевым, Фаридом Мухамедшиным, Алексеем Песошиным, Азгатом Сафаровым. Рустам Миниханов сегодня встретился с суперфиналистами конкурса «Лидеры России» – татарстанцами, которые с 22 по 25 февраля будут бороться за звание лучшего управленца страны. Суперфинал соберет 302 участника со всех регионов. Рустам Миниханов пожелал конкурсантам успехов в суперфинале. Напомним, конкурс «Лидеры России» проводится по инициативе президента страны и направлен на поиск и поддержку наиболее перспективных и талантливых управленцев. Победители от Татарстана традиционно востребованы как руководители. Из 13 победителей предыдущих сезонов от республики 11 человек получили назначение. Фарид Мухамедшин сегодня находится с рабочей поездкой в Москве. Здесь он принял участие в международном форуме «За свободу нации». Он проводится впервые и собрал около 400 делегатов из более 50 стран. Обсудили вопросы противодействия вмешательству в суверенные дела государств, деструктивным неоколониальным практикам, а также проблемы политической, финансово-экономической, информационной независимости. Обращение участникам направил Владимир Путин. Он отметил, встречи в таком формате будут содействовать укреплению диалога и партнерских связей, выработке совместных ответов на глобальные вызовы. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, участников форума объединяет заинтересованность в процветании своих народов. Сами делегаты приняли решение об учреждении неформального международного общественно-политического движения сторонников борьбы с практиками неоколониализма. Татарстан передал в больницу Лисичанска новый флюорограф. Уже завтра здесь начнут принимать первых пациентов. Благодаря помощи нашей республики жителям больше не придется выезжать в другие города, чтобы полноценно пройти диспансеризацию. Евгений Варакин, вице-премьер Татарстана, курирующий восстановление Лисичанска, с мэром города Эдуардом Сахненко посетили больницу и проверили готовность техники и персонала. Рентгены и другое медоборудование здесь раньше тоже было, однако их уничтожили ВСУ, рассказали жители. Разбивали кувалдами или просто вывозили. Просто, чтобы вы понимали, когда мы только заходили на объекты,
тут столько проблем было. Это же не объект, который ремонтируют в Татарстане. Здесь не было света, воды, газа. То есть даже для того, чтобы болгарка работала, сюда мы привозили такое количество генераторов, бензина. Это все надо привезти, чтобы это все закрутилось, завертелось. Все это тоже послужит для того, чтобы у нас более качественно и внимание доходило до каждого человека. И никаких перемещений, все будет оказано на месте, квалифицированная помощь. За это большое спасибо нашим друзьям, братьям с Республики Татарстан. Спасибо большое. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, работу и помощь со стороны республики. Сегодня строительные работы Татарстан ведет также в 3 городских школах. В них задействованы и местные жители. О том, как подшефный город возвращается к мирной жизни, корреспондент ТНВ Алина Сулейманова подробно расскажет в программе «7 дней». Следите за выпусками. Урок мужества прошел в Болгарской исламской академии. Его провел только что вернувшийся из зоны СВО депутат Госсовета Эдуард Шарафиев. Он пробыл в Татарстане 2 дня, один из которых со студентами в Болгаре. Урок мужества – это уникальный формат, когда молодежь знакомят со славными боевыми и трудовыми подвигами народа. В случае Эдуарда Шарафиева из первых уст студенты услышали, как защищают Донбасс наши земляки. После того, как была уже объявлена частичная мобилизация, вступил в один из добровольческих отрядов, где до сих пор прохожу службу. В зале Исламской академии нет свободных мест. В Болгаре встречают участника СВО Эдуарда Шарафиева. Он отправился на Донбасс добровольцем 1,5 года назад, еще в самом начале частичной мобилизации. Студентам он рассказал о службе, положении дел на передовой и об отношении мирных жителей Донбасса. Это была не только лекция. Студенты и преподаватели активно задавали вопросы. Для большинства это первая встреча с участником СВО в таком формате. Интересуются, когда может закончиться спецоперация. Конечно, если мы где-то на линии боевого соприкосновения сделаем хороший существенный прорыв, мы ожидаем, что, конечно, противник в этот момент может посыпаться. Но опять-таки и президент нашей страны не раз говорил, что мы готовы завершить этот конфликт путем переговоров. Эдуард Шарафиев приехал в Татарстан на 2 дня. Несмотря на плотный график, нашел время посетить Болгар и дать урок мужества. Тем более в преддверии Дня защитника Отечества. На примере Эдуарда Сулеймановича это и духовное воспитание, и воспитание нашего подрастающего поколения. А в стенах академии, где все пропитано духом, исламом, ну где же еще проводить его? Наших бойцов мы поддерживали, поддерживать будем, и в этом плане священнослужители играют огромную роль. Я, когда сам посещаю, я очень много везу маленьких карманных Коранов, дугаларно везу, и бойцы, но с таким вот нетерпением это все ждут и моментально разбирают. Эдуард Шарафиев рассказал, религиозные деятели несут службу бок о бок с нашими ребятами. Связь у всех бойцов, так или иначе, есть и со священниками, с муллами, с религиозными деятелями. Вот у нас, например, в бригаде есть помощник по работе с верующими у командира бригады. Это очень важно для бойцов, чтобы они могли получить ту или иную подсказку, помощь. Постепенно, последовательно наши ребята, участники спецоперации, выполняют свои обязательства. И нет никаких сомнений в том, что эти обязательства они выполнят честно, достойно. Мы тоже должны быть готовы встать в один ряд с теми, кто защищает нашу Родину. То есть проявить мужество, если потребуется. Необходимо, чтобы мы знали, во-первых, что в СВО происходит, чтобы мы с ними встречались, контактировали, и чтобы они знали, то, что нам не безразлично, что мы переживаем за свою страну. Эдуарду Шарафиеву вручили памятную серебряную монету с изображением белой мечети. Это как пожелание – вернуться домой живым и здоровым. Вероника Гайнудинова, Аделя Закирова, Ирак Хабибуллин, ТНВ, Спасский район. Это были новости Татарстана. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи в 21:30. Здравствуйте, Исянмисес, в студии Динар Бодрудинов. В Татарстане в предстоящие сутки температура немного повысится. Будет облачно и пройдет небольшой снег. Подробности после полезной информации. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства.
По данным сервиса Яндекс.Погода, в Высокой горе Арске и Зеленодольске облачно, слабый снег. Температура днем 13-14, ночью 13-16 градусов мороза. В Буинске, Дрожжаном и Тетюшах облачно, снег. Температура минус 12-14 днем и минус 13-15 градусов ночью. Чистополь, Мамадыш, Аксубаево, осадки небольшие. Температура минус 12-13 днем и от 14 до 16 мороза ночью. В Нижнекамске, Агрызе и Актаныше облачно, снег. Днем минус 12-13, ночью минус 15-18. В Альметьевске, Азнакаево и Урусу преимущественно без осадков. Будет пасмурно. Минус 11-13 днем и минус 14-15 ночью. В туристических городах республики морозы тоже немного ослабеют. В Свияжске температура днем минус 12, ночью минус 13 градусов. Будет облачно, пройдет слабый снег. В Болгаре минус 12 градусов днем и ночью минус 14. Здесь облачно, днем небольшой снег. В Елабуге облачно, местами снег. Температура 12 градусов ниже нуля днем и минус 16 градусов ночью. Санчи благотворно влияет на работу всего организма, дает энергию, улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Полезные свойства санчи проверены веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Хорошая новость. Только 20 февраля в аптеках Фармлет на санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 92 72 36 71 75. Сайт sanchi.rf. В Казани прогнозируют облачность и осадки в виде небольшого снега. Температура днем минус 12, ночью минус 13 градусов. Атмосферное давление остается высоким, 769 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, около 4 метров в секунду. Влажность воздуха 72%. Магнитное поле Земли спокойное. Пока это все, я с вами прощаюсь. До встречи. Берегите себя. Кыннарга Зумышлы болсын.